Здравствуйте! Вы смотрите «Лица». Чем хороши кинофестивали, так это тем, что на них можно одновременно лицезреть большое количество популярных артистов кино и телевидения. Международный кинофестиваль «Золотая башня», впервые проходивший в нашей республике, тоже дал нам такую возможность. И знаете, он еще знаменателен был тем, что в составе звездной делегации были не просто известные люди, но те, кто являются настоящими классиками советского и российского кинематографа. Вы только прислушайтесь в эти названия. «Тихий дон», «Судьба человека», «Казаки», «Любовь земная», «Судьба», «Любить по-русски». А имена мастеров-режиссеров Сергей Герасимов, Сергей Бондарчук, Евгений Матвеев. Все это великолепие имен и работ объединила когда-то одна женщина, настоящая, неповторимая, талантливая, сильная. Для нее не жалко никаких эпитетов. Гость студии, лицо программы, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Добрый вечер. Добрый. Зинаида Михайловна, признайтесь честно, вот люди, которые организовывали вот этот вот ваш приезд сюда, они, по-моему, очень тщательно высматривали биографию участников вот этого вот нашего десанта, который приехал к нам в Ингушетию, высаживался. Да, ну просто они знают изначально, наверное, когда каждый из нас появлялся на экране или в зависимости от возраста устроителей. А меня знаете, что интересует? Чуть ли не у каждого из этих участников, приехавших к нам, да, есть какие-то нити, которые их связывают в прошлом с этим краем, с Кавказом. Вот что меня удивило. Ну, вы, например, вот вы же родились я в Махачкале в Дагестане, да, а жили вы на Ставрополе. Даже улицу помните? А как же? Даже помню, как бегала по ней. Жили на Ставрополе. Как выбегала, там близко вокзал был, речной морской порт. Вы до скольки лет жили в Махачкале? До 9. А, ну конечно, тогда вы должны это все помнить. помнить. Да, потом еще в Дербенте жили 2 года. А потом уже мама поехала, как и направили тогда. Люди сами стремились как-то, вот, когда поднимали страну после войны. Вот, восстанавливать элеватор, она была руководитель. И направили, и она выбрала 2 края, дали Ставропольский на выбор и Краснодарский. Она посмотрела, станция Аполлонская название, ей очень понравилось. Она такая была дама начитанная, наша мама, да. И ей казалось, что вот действительно Аполлонская. А это была пристанционный поселок. Все было намного пристанция прозаичнее, Аполлонская. Да? Станция так называлась. А дальше было поле такое открытое, и потом станица. Настоящая казачья кондовая станица Новопавловская. Теперь это город. А тогда была большая, там что-то в районе 30 тысяч человек жили. И сколько вы там прожили? Ну, мы жили там, потом еще маму послали. Маринская была такая станица на Ставрополе, очень близко к Ставрополю. Вот. А потом я поехала сначала в Москву, там была мамина старшая сестра, жила родная. Вот, я у нее остановилась и поступила в техникум экономический, железнодорожного транспорта. Но я хотела как бы приблизиться к Москве, к эпицентру культуры, и чтобы потом поступить во ВГИК. Но дальняя мысль была у меня обязательно в ГИК, потому что я в станице, в этой библиотеке станичной нашла справочник, где был обозначен в ГИК, Всесоюзный государственный институт кинематографии. Да. Но мама об этом ничего не знала. Нет, все знала. Мама сама хотела быть, но я ни с кем не делилась, потому что для меня это такая мечта была. Вы боялись, если вы поделитесь, она может не знать. Да, что будет? Ну, мама, хошь не хошь, знала. Вот. Но тем не менее, это все было спрятано где-то далеко. И я поступила в этот техникум летом с подружками в этой Новопавловке. Встретились со школьными. Говорит, ну что тебе эти техникумы? Давай иди к директрисе, такая была Софья Александровна Калагриф, иди к ней, поговори, пусть иди в 9 класс. И я в 8 классе не училась. Я пошла к директрисе, говорю, Софья Александровна объяснила, и все. Она говорит,
Ну хорошо, возьмем тебя условно. Тоже. Это у вас всюду условно и условно. Вот так я окончила 10 классов, потом приехала в Москву уже поступать в ВГИК. Все-таки эта мечта у меня не покинула. Ну, это была главная цель. Это я второй раз уже в Москву. Вот, тетя Оля, тут уже сестра была в командировке, муж военный, и я у тети задержалась. И, значит, сдаю экзамены, и вдруг меня принимают, но условно. Опять условно? Опять условно. И принимал не Герасимов, а Райзман был такой педагог и режиссер. Райзман известный. И меня условно берут. Я сижу, думаю, что мне делать? Условно это как-то... Ну, если кого-то отчислят, а меня, если я докажу свое... То есть, если место освободится меня, для вас, меня возьмут. Это без стипендии, без общежития. И, значит, это... Сижу, размышляю, что мне делать. Подходит, представьте себе, Тамара Федоровна Макарова. Это супруга Герасимова, народная артистка СССР, наш педагог. Они вдвоем вели, ну, главный, курс, конечно, вдвоем, да? Герасимов, да, и она всегда с ним. Вот. И говорит мне, ну что ты решила? А ведь стипендия тогда играла роль значительную. И я представила, что я опять буду в общежитии где-то. И опять без копейки денег, потому что очень тяжело было жить. Это же послевоенное, это какой был, 52-й год. Вот. Она говорит, знаешь что, ты поезжай домой и приезжай на будущий год. Мы будем, Герасимов Сергей Апольнович и я, мы будем набирать курс. И будешь сдавать экзамены уже нам. Да, и так сложились обстоятельства. И дома там, с бабушкой было плохо, ее парализовало. Короче говоря, я уехала. Опять домой. Год проходит, и я приезжаю снова в Москву. А все это время вы занимались, вы готовились или просто ни с кем не занималась. И с кем там было в станице заниматься? Вот нет, я в школьной самодеятельности всегда участвовала. Да. И в клубной самодеятельности. Я там даже играла Параску в этом Сорочинская ярмарка по Гоголю. Нет, в клубной самодеятельности пела я всегда. Да. Зинаида Михайловна, вот ваши вот эти вот метания из одного учебного заведения в другое, а мама как-то не участвовала какими-то наставлениями? Я вам скажу, моя дорогая, в то время мы почти не видели родителей. Вот уже Кириенко, это мой отчим, мама оформила с ним брак. Когда мы жили в Дербенте, он был комиссован с фронта по ранению в легкое. И он был главным бухгалтером, а мама директором. Вот они на этой почве познакомились, то есть в одной организации, его туда прислали. И уже гораздо позже они оформили это все законно, и фамилию детям дали, вот его. И я ношу фамилию отчима. Вот, так к чему я это говорю? Вот насколько мама участвовала в том, что вас направить вот, на... Мама, мы ее почти не видели. Вы не представляете, что это какие-то годы были. Когда какой-нибудь адресует в прошлое негатив, мне всегда больно, потому что послевоенная разруха, и люди, они ночами работали. Дети, я помню, мой братишка, он был старше меня, ему было что-то 15-16 лет, еще не было. Он уже у мамы на производстве работал помощником механика, то есть это рабочий, который делал черную работу и чему-то учился. Понимаете? Знаете, вот... у нас здесь как-то прозвучала фраза «беспризорники», но в хорошем смысле этого слова. Нет, наверное, бабушка вот была. Нет, я не могу сказать, что... Нет, беспризорники, я имею в виду без такой вот опеки, да, вот, которая вот должна быть родительская. В том представлении, как сейчас, вот родители наставлять должны, это сама жизнь учила. Понимаете, вот эти лишения, вот эта обязанность сделать обязательно что-то, работать.
сама жизнь, обстановка, обстоятельства. И все были близко эту жизнь, понимали и чувствовали, и жили в ней. Понимаете, если мама директор, это не значит, что у нас был хлеб-соль. Вот. Я помню, как братик мой сделал такую мельницу ручная, на такой скамейке, вот так поперек был этот жолоб, вот этот вот, и вот так вот крутилось. А сюда сыпали зерно, ну, как правило, кукурузу. Вот, и кукуруза, а тут высыпалась уже мука. Бабушка рассеивала это, просеивала, и то, что мелкое, значит, лепешки пекла, а то, что крупное, кашу варила, вот, и жарили это на, вот представьте себе, на рыбьем жиру. Почему-то рыбьего жира было много. Достаточно, да, много. Вот. Но я теперь вспоминаю, как бы хотелось попробовать вот эту кукурузную лепешку, поджаренную на рыбьем жиру. Все было вкусно. То есть у вас мама была директором, а жить приходилось именно вот так вот, да? Да, да. А жили тяжело, потому что тогда не было вот это обогащения. И гонки за этим, и не конечно, могло не быть, быть, понимаете, да. Потому что тогда все были где-то рядом по уровню жизни, все выживали. Вот. А взрослые и дети, вот я говорю, мне не пришлось работать, только по дому. А вот братик мой работал, ходил каждый день. Я помню, когда он приходил с работы, бабушка его одежду сразу раз в выворку, всю проварит, прогладит, он одевает и идет на следующий день. Вот так было. Поэтому, конечно, и бабушка была главная. А я помню ее страдания, ее переживания. Говорит, ну как вы такая молодая играли, там, допустим, Наталью, да? Я говорю, да потому что я в детстве очень много сопереживала. Вот сопереживала бабушкиному страданию. У них с дедом были 3 дочери и 1 сын. Вот сначала умерла младшая Женечка, она была цирковая артистка. Вот представьте, то есть у нас в роду уже был этот вирус. Да. Это именно та самая ваша тетя, вот читая дневники которой, вы поняли, что есть какой-то другой мир, помимо того, в котором живут каждый день обычные люди. А вы знаете, я помню, вот приехали они в Махачкалу, но мне было, наверное, лет 5, потому что я так ярко это помню. Да. И вот сидит этот дядя Яша, а он был коверный, тоже эксцентрик в цирке, ее муж. Он тогда коверными называли, по-моему. Вот он сидит на стуле, тут перед ним такой столик круглый, на нем гармошки. От такой маленькой, как спичечный коробок, и до такой вот, как футбольный мяч. И впереди вот так щенок сидит на попочке, и лапки вот так впереди, шпиц породы. Щенок, еще небольшая собачка, потом они ее оставили, она у нас жила 15 лет. Да. Вот. И он на этих гармошках играет, а они же, тональность повышается все время, с маленькой, она писклявая такая, и эта собачка сидит вот так вот и поет, значит, это удивительно. Вот так натренировали, наверное. И над всем этим царила тетя. Они это даже все-таки артисты, тем более артисты цирковые. Они же все яркое, все блескучее. И на ней была шляпа, вот такая, с такими полями. И такие сиренево-лиловые эти, вся из блесток. И так это сияло, и она такая красавица, с серыми огромными глазами, она на бабушку была похожа. И вы заболели тогда? Да, наверное, все-таки вот эта картинка, это осталось в памяти, как, знаете, вот в иной мир действительно взгляд. Вот. Ну вот, в общем, вот этот вирус бродил у нас. А не считалось тогда, что профессия артиста это как бы несерьезно? Ну, в нашей семье нет, это так нет. Потому что мама все-таки задавала. Да, наверное. Не столько даже мама повлияла на мое становление, что ли, духовное, да, и
души моей, как бабушка. Вот когда умерла ее 25-летняя дочь, вот эта цирковая артистка, и муж ее прислал телеграмму: «Женя умерла от родов». И подпись: Яков Пименов. Яков. И все. Ну вот. Я помню, это в Махачкале еще было, помню, как бабушка сидела на диване, такие зашторенные окна, и я хожу, успокаиваю ее. Она с телеграммой вот так сидит. Это помню. Потом помню, когда получила она, что без вести пропал ее сын Ростислав, дядя мой. Где-то он был моряк, но сухопутных войск. И где-то под Ростовом погиб. Вот. И, значит, вот это вот, я помню, как она выходила, почему-то вот луна ее притягивала. Она смотрела на луну, и я с ней стояла, смотрела. Она говорит: вот посмотри. Она все искала какой-то ответ, чтобы ей природа подсказала, что дети живы. И она говорит: вот видишь там, как человек стоит, и как будто собака, и на плечах лапы собачьи. Вот она так и видела вот этот рисунок, который не меняется на Луне. Вот. И я это все воображала себе тоже так. Поэтому вот эти переживания бабушкины, а ведь она тянула дом. Потом Женечка, это цирковая, вот когда они были в Махачкале, они оставили 9-месячную Ларочку, дочку. И нас было 3 уже. Вот старший брат, я и Ларочка. И мы так 3 выросли, как самые родные. Вот. А вот эти вот эмоции, впечатления вашей бабушки, поведение, жизнь вашей мамы, это все, наверное, такое ощущение, что вы от них вот этими вот кусками забирали все это, да, впитывали себя, чтобы потом уже впоследствии в своих ролях уже вот выплескивать это в новом свете, может быть. Это происходило невольно. Вот в какой среде человек вырос, он впитывает то, что его окружает. Ведь каким бы хорошим преподаватель ни был, если внутри этого если нет, человек этого не пережил, этого нельзя. Боли никакой. Если он вырос, знаете, как сыр в масле, ну, он и будет такой все-таки. То есть сыграть воспринимать жизнь. Роль он не сможет, как следует. Ну, это может быть в силу индивидуальных каких-то психонервных устройств. Вот вы знаете, вот если почитать о вашей маме, она как бы вот из числа тех, кто и в горящую избу, и коня на скаку. Да. Она скакала на коне, она лозу рубила. Да, в Дагестане, где эти самые джигиты. Да. А у вас от нее вот что-то осталось? Ну, я думаю, вот это трудолюбие, это, понимаете, жажда деятельности. Угу. Хотя наша профессия, она в этом отношении очень суровая, потому что всегда как невеста актриса, она ждет предложений. Вот. И поэтому иногда бывает, что люди не выдерживают этого. И если нет вот этого стремления заполнить, чтобы не было пустоты, иначе с ума можно сойти. Вот. Я очень много работала всегда, и Бог мне дал вот сразу сниматься, начать прямо с 1-го курса института. Я уже снималась. Кончили 1-й курс, и все. Понимаете, все время. Вы заражены были популярностью в очень таком довольно-таки раннем возрасте. Да, я в Авгике еще училась, уже могла выйти. Вот, в 1958 году я уже была в Китае, во Вьетнаме, в Албании, а в 1958 году я закончила в ГИК. Потрясающе. Вот, понимаете? Но я вот хочу к чему подвести. У вас вот это вот адреналин популярности, да, славы вашей, и вдруг вот это вот 8-летнее затишье. Что вам помогло тогда? Как вы же сами сказали, что можно сойти с ума, если ты ждешь предложений, и они не поступают, просто можно сойти с ума. Трудолюбие. Я всегда трудилась. Я работала в театре, я окончила в ГИК, я пошла в театр. Ага. Меня пригласили просто в театр. А актеры, закончившие в ГИК, они могут работать в театре? Если их примут, конечно, могут, а почему нет? Вот. Потому что здесь артистов в кино готовят, а в театре все-таки там немного другая специфика. Да нет. Все одно и то же. Нет.
Актер есть актер. Если он не просто снимается в кино, запечатлеть свою красоту или там свои достоинства, нет. Вот, понимаете, так что был уже багаж, который доказывал, что я актриса. Но если у нас сейчас все списывают, это не не коммерческий кинематограф был. Да нет, просто приравняли актерскую профессию к служащим. К служащим, так и платили, к служащим. Понимаете, а это все-таки совсем другая профессия. И сколько иногда тратит актер своего здоровья и нервов, это трудно понять человеку, который не выкладывался вот так вот. А съемочная площадка, она забирает человека целиком. Конечно. Понимаете, если в театре я сделала роль, и я знаю, как бы я себя не чувствовала, но это все уже пережито мной не раз. И у меня пойдут слезы, где надо, я буду смеяться, где надо. Что бы ни было у меня в жизни, понимаете. Я вошла на сцену, я помню, у нас актер один, простите, у него мама лежала дома мертвая, уже умерла, а он играл «Бабий бунт», казачий, ну типа оперетки, мюзикл был у нас. Понимаете, вот и актер, преодолевая себя, он все равно выходит, у него сделана роль. А в кино нет, а в кино это все время импровизация. Ты, как бы ты ни готовился, но сначала снимается, может быть, смерть, а потом рождение или свадьба. Вот такие бывают самые неожиданные ситуации, в которых надо раз и собраться, сосредоточиться, да. Зинаида Михайловна, что мешает нынешним, ну, я не скажу всем, но большинству нынешних звездочек, так сказать, и кино, и телевидение, вот так вот играть, как играли раньше, чтобы было видно, чтобы верили, понимаете, вот сейчас смотришь, просто вот скулы сводят иногда от этой игры. Сейчас настолько обнажилось искусство, оно настолько стало доступно всем, что вот та самая загадочная какая-то природа актерская, да? Она постепенно уходит. Вроде как и не нужна. Главное что? Во-первых, много рекламы всякой. Главное сделать макияж, главное эти волосы вот распустить. И поэтому за этим прячется главное человеческое отношение к миру, глубокое отношение. А оно, я уже говорила, вот даже примером моей биографии, и мне как сам Бог, значит, велел то, что я пережила в детстве, своей детской душонкой, вот, мне пригодилось потом в жизни. Я видела, например, взрыв. Будучи в станице, помню воскресенье, и мы играем на поляне, вот, ну, третий лишний, лапта, вот такие игры были. Играем, смех, все, ну, детвора есть детвора. И вдруг вот это через поле, там, где станичный ряд уже, вдруг взрыв, и земля взлетела. Это ну, как отголоски в кино войны, мы видели, получается, да? Отголоски войны, что-то не взорвавшийся снаряд от войны. Накануне, ребята, там была воронка, там дома не было, во время войны он погиб, дом. И там уже была просто огромная воронка. Вы помните, как в «Судьбе человека», в которой я, кстати, снимала, в «Судьбе человека» приходит Андрей Соколов и видит с войны вместо дома воронка, наполненная водой, только торчит, как признак былой жизни, этот скворечник на палке. Понимаете? Так и там. Они нашли накануне вот этот снаряд, не разорвавшийся, не знаю, что за снаряд, и решили прийти в воскресенье и его раздал. Это был случай не единственный. И в Краснодарском крае вот эти вот мальчишки, которые находили остатки войны и пытались докопаться, что там внутри. И произошел взрыв. И один мальчик был из моего класса, а второй его братишка. И я видела, как потом, мы, конечно, побежали туда все, но уже ближе к вечеру, собачий лай, это ж станица. А там сады были такие. Я помню, когда приехала я вот в эту станицу первый раз,
вся станица, весна была, утопала, вот бело-розовая была. Вот поселок, а там через поле станица. Она вся была в этом, там такие вишни были, там такие были сады цветущие. Вот. А это было скорее, ну, такое лето. И вот женщины ходили потом и собирали все останки, понимаете, одежды, всего, что было на деревьях и вокруг. Это ужасно, вот это впечатление. И, конечно, если ты видишь это в кино, как все мы видим в кино разные эти самые, то я это видела в жизни. Для меня вот это скворечник этот в этой воронке, которую смотрит Андрей Соколов, для меня это часть моей жизни, потому что я это видела. Это не была война уже, но это были ее отголоски страшные. И мальчиков хоронили, я была на этом шествии, хоронили в закрытых гробах, потому что одна рука с черенком лопаты аж через улицу перелетела. Но получается, что если человек, актер, не пережил, если душа не болела, значит, он и сыграть это не сможет? Ну, мне кажется, это заложено в актерской природе еще. Вот если Бог дал эти тебе какие-то качества, глубоко сочувствовать, глубоко сопереживать, не своему горю, а тому, что ты видишь или близких, или видишь где-то рядом, вот как мне довелось. Понимаете? Если этого нет, но все равно человек же, он и читает, и книги, и фильмы смотрит. Я помню, вот у меня любимая актриса была Тарасова, когда «Без вины виноватая» она играет. Я переживала, девчонкой совсем, я переживала это, как будто это со мной происходило. Вот, это ее материнское страдание. Я очень любила Морецкую Веру Петровну, вот с ее таким глубоким каким-то женским сердцем. Я сопереживала, сострадала. Я помню, когда смотрела фильм «Александр Матросов», то мне было уже 15, сколько? Я была в 5 классе. И готовилась под деревом на травке. У меня был учебник, и я там готовилась, сидела, лежала. Вот, лето. Ну, экзамены сдавали. И я посмотрела накануне этот Александр Матросов, был такой фильм. Этот мальчик, который бросился на амбразуру и закрыл своим телом, чтобы дальше армия шла. Вы не представляете, я вышла из кинотеатра, у меня подол был мокрый от слез. И потом, когда я не могла сосредоточиться и заниматься, потому что мне все время это лицо, которое там показывают крупным планом несколько раз, вот этого юного героя, оно мне, я не видела уже книгу, а видела это лицо. Никогда этого забыть не могу. И потом боялась, долго боялась идти смотреть «Молодую гвардию». Да. Вы боялись, что вы будете так сильно переживать, да, что я не вынесу. Вот. Так что это зависит еще от какой-то нервной конституции человека. Да, вот его особенности. А другое, может, и равнодушно. Сколько там сидели, и никто не плакал. Ну, вот. Зинаида Михайловна, а как получилось так, что супруга вы себе нашли вне кинематографической среды? А никогда в кинематографической среде у меня не было никаких альянсов. Как могло так получиться? Вы были такая вот красивая, такая популярная. Да. Не знаю, вот вы знаете, может быть, это мне, потому что и тогда были такие, знаете, которые щеголяли своей популярностью. Мне это не дано. Я это не люблю. И как-то время было другое немножко, понимаете? Тогда не было, ах, и тебя потащили на телевидение, все, ничего подобного. Уж когда пройдет картина, и зритель скажет свое слово.
А такого не было, что вот снялась, как сейчас, еще сериал не вышел, а уже говорят, вот у нас звезда сериала. А зрители и не видели, и не знают. И она сидит или он, и уже рассказывает, как он снимался, что он делал, как переживал. Но ведь тогда тоже были очень популярные молодые артисты. Конечно, и были, которым нравилось горцевать. И тем не менее, никто из них не затронул ваше сердце. Может, от того, что даже выходя на сцену, я всегда, и раньше даже, когда у меня никакого репертуара не было, я выходила и просто рассказывала о съемках. Я так передавала содержание той сцены, о которой рассказываю, что люди как бы уже представляли это, понимаете, вот такое живое абсолютно отношение к этому. Я помню, ну что, деньги всегда зарабатывать надо было. Вот. А я все взяла на себя. И даже семейный какой-то вот базис, это была я. Вот. Но меня это не угнетало. Я считала это в порядке вещей. У меня была любовь, у меня была семья, у меня росли дети, у меня был чудесный супруг, красавец. Вы знаете, у меня такое ощущение, что у вас отношение к семье, да, немного такое кавказское. Может быть, от того, что вы детство здесь провели, жили. Я не знаю, да, может быть. Не в обиду другим артистам будет сказано, частые браки, разводы, это вот все было свойственно. Вот это как говорят, 3 мужа, 4, а у той 5. Ой, елки-палки. Как это отвыкнуть и привыкнуть, как можно? Это для меня загадка. Загадка. Ваш супруг, он помогал вам в те годы, когда вы находились в этом застое? Мне даже кажется, что я немножко виновата. Виновата в том, что я все взяла на себя. Да, он учился уже при мне в МГУ на экономическом факультете, но это было не главное. Мне главное, он был со мной, и главное, чтобы он был отец своих детей. И он действительно, он знал все их болячки. Я могла не знать, потому что я имела возможность еще ехать и заработать. А вы были добытчицей? Да, а он как бы с детьми, а он хранитель. Вот так как-то получилось. Но тем не менее гармония была полная, получается? Получается так. А у сыновей не было ваших мыслей пойти по вашему пути и стать артистами? Актерами? Нет, я даже думаю, вот младший мог бы быть. Но вы знаете, мне не хотелось. Вы сами не хотели этого? Ну ладно, женщина, ей по природе положено быть невестой, да? Ее выбирают, хотя мы все время декларируем еще, что мы выбираем. Что мы сами выбираем. Ну это взаимно так. Но все-таки вот женщина, это одно, да, она ждет. Все равно мужчина должен проявить внимание. Да. Все равно. По природе, да? Да, конечно, это нормально. Это нормально, я считаю. Вот. А мужчине сидеть вот так ждать. Понимаете, поэтому часто трагические бывают финалы. Человек не выдерживает, и популярности не выдерживает, потому что популярность сегодня есть, завтра нет. И все. Вы знаете, вот что вы мама, я еще могу смириться, но что вы бабушка такого количества внуков. Солнышко, даже... я прабабушка. Да вы что? Даже язык не поворачивается. Думать даже не могу. Да. Ну что? А ваши внуки, внучки? Не говорят о том, внуки, что... хоть парни красивые, но тоже не коснулась их это. Десница, да, это болезнь. И слава Богу. То есть вы считаете, слава Богу, да? Вот насколько трудная все-таки профессия? Да, потому что это лотерея. Насколько таких вот популярных актеров было, которых сломало, а потом исходе сломались. Потому что вот это, что происходит в человеке, это трудно передать. И если ты не трудяга, если ты не приспособлен вот как-то эту пустоту не иметь, а заполнять ее работой, я всегда не снималась, я в театре много играла. Понимаете, я ездила постоянно по стране со встречами, с концертами. За рубежом много была, очень много. С картинами, просто даже одна ездила, вот картину привезла и маршрут мне. Это при том, что железный занавес, все было закрыто. Да. Нет, я в Америке была 4 раза. Нет, 3 раза. 3 раза, да. И первый раз это была первая советская делегация молодежная от ЦК комсомола.
Это была интереснейшая поездка, но об этом можно много рассказывать. Зинаида Михайловна, в одном из телевизионных интервью, нет, это было не интервью, а передача о вас, ваш один внук, по-моему, сказал, да, бабушка у нас жесткая. Если она сказала «лепим пельмени», то мы лепим пельмени. Вы на самом деле такая жесткая бабушка? Да нет, я бы не сказала. Но сила характера, сила духа, она все-таки вот остается. Не в жесткости, а может быть в какой-то требовательности, необходимой. Необходимой. Нет. Может, еще раньше была немножко. А с появлением внуков но с внуками говорят, чуть ли не больше, чем детей любят. Да. Ну, я не могу сказать. Мне казалось, что и мои дети росли быстро. Я все говорю, ну, дети, ну что вы так быстро растете? Зинаида Михайловна, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы согласились сегодня прийти к нам, участвовать в моей программе. От всех, кто вас любит и помнит, всех ваших поклонников разных возрастов, огромное вам спасибо за ваши роли, за ваши образы, которые вы создавали в кино. Это такие искренние, человечные, такие открытые, сильные такие личности. Я думаю, что очень многие женщины пытались быть похожими на вас. Где-то, может быть, им в жизни помогали ваши роли и эти ваши образы. Вы... К счастью, вот даже сегодня, когда ехали сюда, я получила вот такое приятное для себя известие, что для нее «Сорока-воровка», который она забыть не может. Это ведь так давно было. Вот, понимаете, это дорого стоит. Вы настоящая легенда. Это не преувеличение, это на самом деле так, это целая эпоха нашего кино. Вы оказали нам огромную честь, согласившись приехать к нам, в нашу республику. Мы вас будем ждать всегда, каждый год, если этот фестиваль будет проходить здесь, каждый год. Мы хотим вас видеть здесь, лицезреть вас здесь. Искренне восхищаясь вашими прошлыми работами, мы будем надеяться, рассчитывать на то, что вы еще и еще будете нас радовать новыми вашими работами. Дай Бог, я тоже надеюсь. Вот это еще, когда надежда не покидает, я только думаю, Господи, чтобы я еще оставалась такой же верующей в будущее. Зинаида Михайловна, эти цветы вам, от всей нашей съемочной группы. Спасибо вам еще раз. Ну, где вы такую красоту нашли? Специально для вас подбирали. Спасибо, роскошные цветы. Спасибо вам. Но я напоминаю нашим телезрителям, что это была программа «Лица», а лицом сегодняшней программы была легендарная Зинаида Кириенко. И пусть в жизни вас окружают только приятные лица. С вами была Ната Ужахова. Всего доброго. Адик Халыш.